Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о главных событиях пятницы 8 сентября. 3 дня для принятия важных решений. В Якутии стартовали выборы. Расскажем, как проходит избирательная кампания в районах и в столице республики. Больше, чем работа и больше, чем призвание. В республике продолжается отбор желающих граждан на военную службу по контракту. Ну а в столице региона завершается международный турнир памяти Дмитрия Коркина. На ковер вышли более 170 борцов из 15 стран. Сегодня в республике стартовало трехдневное голосование. 8, 9 и 10 сентября якутяне будут избирать главу республики и народных депутатов 7-го созыва. Также в регионе пройдут 85 избирательных кампаний муниципального уровня. О том, как прошел первый избирательный день, расскажет Марфирина Алексеева. Якутия – единственный субъект России, который расположен на трехчасовых поясах. Первыми в 6 часов утра якутского времени в республике открылись избирательные участки, расположенные в Абыйском, Алаиховском, Верхнеколымском, Момском, Нижнеколымском и Среднеколымском районах. В 7 часов якутского времени начали работу избирательные участки в еще 3 районах – Верхоянском, Аймяконском и Устьянском. По последним предварительным данным, явка избирателей по республике составила более 13%. Проголосовало 84 565 человек. Самая высокая явка на данный момент зафиксирована в Анабарском улусе. Она составила около 46%. Подведение итогов голосования начинается уже сразу после завершения голосования, в 3-й день голосования, после 20:00 уже начинаются процедуры, предусмотренные законом по подведению итогов голосования на участке. Участковая избирательная комиссия работает до момента сдачи протоколов о голосовании в вышестоящую комиссию. В течение всего первого дня голосования съемочные группы нашего телеканала в разных точках Якутска проводили опросы среди жителей, который показал, что большинство горожан придерживаются активной общественной позиции. Ну, вообще-то интересы нашей жизни. Мы интересуемся нашей жизнью, будущее нашей республики. И еще, как можно сказать, надо ходить. Я всегда хожу на выборы. Для нашей семьи это очень большой праздник. И мы всей семьей всегда ходим на выборы. Выборы – это очень важно, потому что это будущее наших детей, будущее республики, будущее России. Потому что это же долг наш, это наша обязанность сходить на выборы, проголосовать, чтобы наши бюллетени никуда не ушли, все было честно и не оставаться в стороне, потому что этим мы решаем будущее нашей Родины. По очевидным причинам, потому что не безразлична судьба нашей республики. Чтобы лучше жилось нам всем. Вы голосовали? Голосовала. Выбор влияет на будущее страны, потому что человек, который ответственен за власть, он влияет на общество, также на законы, и это может как и положительно, так и отрицательно повлиять на благополучие граждан. Поэтому очень важно идти на выборы и голосовать за того, кто будет делать правильные решения. Свой гражданский долг исполнил и глава Якутии Айсен Николаев. Он проголосовал по месту прописки на избирательном участке номер 779 в помещении школы номер 33 города Якутска. Я много раз уже хожу на выборы не пропускаю. Это очень важно для того, чтобы ты ощущал свою сопричастность к той жизни, которая идет в республике, к ее развитию. Я уверен, что люди сделают сегодня выбор за те партии, за те кандидаты, которые реально помогают людям, реально двигают нашу республику, нашу страну вперед. И уверен, что из этих выборов наша республика выйдет более единой, более сплоченной и более устремленной в будущее. Вместе только вперед. Чтобы выборы прошли честно, открыто и легитимно, на всех избирательных участках контроль хода голосования будут осуществлять наблюдатели, назначенные кандидатами, избирательными объединениями, Общественной палатой Якутии. Всего назначено 5772 наблюдателя. Граждане смогут проголосовать еще 9 и 10 сентября с 8 часов утра до 20 часов вечера по местному времени. Найти свой избирательный участок можно, перейдя на сайт циkrf.ру через сервис информирования об избирательных комиссиях и комиссиях референдума. Марфирина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск.
На страже честности идущих выборов роль наблюдателей крайне важна, поскольку именно от них зависит порядок действий присутствующих на избирательных участках. Все участки работают с 8 утра до 8 часов вечера, и в течение 12 часов наблюдатели отмечают прибывших. А если есть какие-либо замечания, тут же их фиксируют. Если по каким-то причинам граждане не смогут посетить избирательный участок, например, в связи с ограниченными возможностями, то члены УИК в сопровождении наблюдателей посетят их лично. Наблюдатель должен быть честным, во-первых, да, принципиальным, ну и, да, порядочным человеком, по крайней мере, потому что он выступает от имени народа и смотрит, как относятся люди к выборам, какие пожелания люди, с разными просьбами люди приходят сюда, не только поголосовать, люди же какие-то свои еще хотят выслушать мнения, чтобы их выслушали. С началом выборов в Общественной палате республики действует штаб общественного наблюдения. Сюда поступает информация со всех избирательных участков Якутии. В первой половине дня мобильная бригада штаба выезжала на одну из УИК Якутска, где образовалось столпотворение голосующих студентов, и рядом находился транспорт с агитационным баннером. Подробности в следующем материале. В случае выявленных замечаний и нарушений при мониторинге голосования общественные наблюдатели проводят верификацию данного факта и сообщают в ЦИК. Уже речь идет о подготовке профессиональных наблюдателей. То есть человек, который работает на участке, он должен в той или иной степени разбираться в законодательстве, он должен знать основы конфликтологии, и в его лице граждане, они должны увидеть гаранта законности, прозрачности, легитимности выборов. Решил попробовать себя добровольцем, получается, поработать наблюдателем. Обычно я был по ту сторону всегда, а сейчас я буду на другой стороне, можно так сказать. Общественный наблюдатель на выборах в селе Юкагир Устьянского района Эдуард Хабров, худрук в ДК и истопник. Поселковой котельной здесь нет, дома углем сами отапливают. Дрова приходится возить за 60 километров, говорит он. Вот видим школа в Юкагире на 15 учащихся. Ждут строительства новой. Население свыше 100 человек. В ближайшие выходные осталось проголосовать местным оленеводам. Между тем, ящики для голосования использовались уже в 1917 году. Как и сейчас, перед началом голосования их осматривали и опечатывали. Тогда в учредительное собрание от Якутской области избирали 2 членов. Использовались не бюллетени, а бирки с зарубками. За Гаврила Ксенофонтова 1 зарубку делали, за Кочнева 4 и так далее. С 80-х тоже есть что вспомнить. Выборы начинались в 6 утра. И вот я даже помню, вот когда вот первый раз я голосовала, 18 лет в первой школе, мы были агитаторами. К часу дня все уже закончили. А у меня еще одной девчонки, наши избиратели не подошли. Даже плакала, искала их. Общественные наблюдатели первый раз участвую. Вообще, конечно, вот не участвовать на выборах я не могу, потому что это гражданский долг мой. Все то, что мы делаем сегодня, это зависит, по большому счету, от каждого из нас. Мы должны сами участвовать активно во всех этих процессах нашего общества, и с точки зрения экономики, и с точки зрения наших каких-то гражданских инициатив. Психологи, логотерапевты утверждают, что свобода начинается, когда разворачиваешься к миру и задаешься вопросом, что я могу для него сделать. И жизнь отдельного человека — это как подписанная его именем глава в истории человечества. Валерия Дрехинская, Якутск. Также в избирательном участке столицы 809 свой голос отдал Афанасий Ноев. К этому времени в участке проголосовало более 250 человек. Само голосование будет проходить в течение 3 дней, сегодня, завтра и послезавтра. О точном адресе своего избирательного участка можно узнать в личном кабинете портала госуслуг или на официальном сайте yakut.избирком.ру. Сегодня день, когда каждый гражданин, каждый житель республики выбирает свой путь развития. И я вместе всей республикой выбрал путь развития нашей республики. Поэтому как гражданин, как житель республики выполнил свой гражданский долг и призываю всех жителей поддержать наших кандидатов и сделать свой выбор. В
первый день выборов также проголосовал и коневод-путешественник Дугуйдан Винокуров. Он посетил избирательный участок автодорожного округа. Дугуйдан отметил, что выборы являются важным событием не только для республики, но и для жизни каждого человека. А также, что работа наблюдателей очень важна. Люди, да, принимают активное участие, то есть народ очень много ходит на выборы. Работа наблюдателя – это очень важная работа. Они следят за порядком, то есть за законом выборов. От своего имени хочу сказать, что призываю всех людей на выборы. Очень большое значение, то есть зависит для будущего города и в целом республики. То есть все совершеннолетние, приходите голосовать, это очень важно. В поселке Айхал Мирнинского района всего 8700 избирателей. Сегодня активность голосующих была ниже, чем предполагалось, но тем не менее многие жители уже сделали свой выбор. Среди них сегодня впервые в свой день рождения проголосовал студент 3-го курса Павел Крылышкин. Имениннику в день голосования администрация поселка вручила памятные подарки. Конечно, это волнительно. Во-первых, это большая ответственность перед, так скажем, народом Якутии. Вот. И по моему мнению, каждый человек по всей России, когда идут выборы, должен проголосовать. Вот. От этого зависит наше будущее. Все люди должны проголосовать. Так вот, у нас такой народ, что не все любят голосовать, приходить на выборы. Вот. И все же это будущее нашей страны, нашей Родины. Вот. И от этого зависит все дальнейшее. Так что приходите и голосуйте. В эти минуты по всей республике подводятся итоги первого дня выборов. Вычисляется процент явившихся на голосование. В Центральной избирательной комиссии региона сейчас работает наш корреспондент Мария Кардашевская. Она на прямой связи со студией. Мария, приветствую. Какие результаты у первого дня голосования? Приветствую, Петр. Действительно, со всех избирательных участков региона сюда поступают итоги первого дня голосования. О том, как он прошел, нам расскажет заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Александр Власов. Здравствуйте, Александр. Расскажите, пожалуйста, как проходит голосование? Более 20% жителей нашей республики уже прошли голосовать. Пятерка лучших, тех, кто более активно участвует, сохранилась. Хотя сейчас на первое место вышел Оленевский район, более 56%. В Анабарском районе прошло более 51%, ну а в Верхневилюйском 44,2% и более 37% у нас пришли в Абыйском и Верхоянском районе. Ну, менее всего пришли так же, как и в прошлый раз у нас в промышленных центрах. Наиболее низкий показатель у нас на сегодняшний момент в Нерингринском районе 7,1%, в Алданском 12,9%, 16,7% в Мирнинском районе. Ну, а для жителей Якутска я должен сказать, что 15,3% жителей города Якутска пришли и проголосовали. Мне хотелось бы сказать также интересные цифры, что наблюдатели, сформирован состав наших наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках. Это 5772 человека примет участие. Ну и нужно сказать о том, что в досрочном голосовании, в труднодоступных и отдаленных местах у нас приняло 4608 человек. Вот такие сегодня важные цифры для наших избирателей мне бы хотелось передать. Спасибо вам. Но у нас к этому часу вся информация. Я передаю слово студии. Петр. Мария, спасибо. Цифры действительно важные. Мы продолжим следить за ходом избирательной кампании в регионе. Ну а я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Мария Кардашевская. Жители и гости столицы республики разрисовывают картину, посвященную предстоящему Дню города и указу президента государства о присвоении столицы региона почетного звания города трудовой доблести. Акция проходит на площади Орджоникидзе. На полотне будут изображены достопримечательности Якутска, а также исторически значимая архитектура города. Подобные акции проходят на протяжении 3 лет. Разрисованная горожанами картина простоит на площади до 9 мая следующего года. С удовольствием все принимают от мала до велика, и маленькие детишки, и наши пожилые горожане. В первом году было больше резонанс, да? Да. Потому что первый раз как проводили, и люди уже привыкают сами, очень творческий народ у нас. Все любят рисовать, поэтому очень отрадно. Скажите, а что за краски, смогут ли они выдержать дожди? Да, это атмосферостойчивые краски из настойки, для атмосферной, в общем, для наружных работ.
Якутский фондовый центр отмечает 30-летний юбилей. С первых дней появления такого понятия, как приватизация, ЯФЦ стал бессменным помощником на рынке ценных бумаг. И сегодня является единственным в Дальневосточном федеральном округе юридическим лицом-регистратором, предоставляющим услуги на рынке ценных бумаг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, выплате доходов по ним, а также осуществление функций счетной комиссии. Подробности далее. Якутский фондовый центр был создан в октябре 1993 года. В те далекие годы рыночная экономика Якутии только начинала свое становление. Сегодня фондовый рынок стабилен и надежен, и во многом это благодаря Якутскому фондовому центру. Сейчас действующих у нас 46 акционерных обществ, и практически большинство из них являются клиентами Якутского фондового центра. Клиентами центра сегодня являются около 300 акционерных обществ не только Республики Саха-Якутия, но и других регионов страны. ЯФЦ имеет филиал в Абакане и 2 в Новосибирске. Но этим общество не ограничивается. Помимо основной деятельности, регистратор занимается социальными проектами, в том числе издает книги о культурных ценностях Якутии, а также о людях, которые прославили и прославляют республику. А сегодня еще и занимается повышением финансовой грамотности населения. Якутский фондовый центр очень активно занимается просвещением наших граждан. И это касается не только кибермошенничества, но и познаниями о нюансах работы с ценными бумагами. Несмотря на небольшой коллектив, ЯФЦ кропотливо и неустанно трудится на благо регионального рынка ценных бумаг. И сегодня общество торжественно отмечает 30-летний юбилей. В честь этого события состоялась конференция, во время которой обсудили итоги работы, перспективы дальнейшего развития, а также поздравили сотрудников со знаменательной датой. Поздравляя ЯФЦ, коллектив, я хочу поздравить и наших якутян, потому что их ценные бумаги находятся в четком хранении, четком учете. За 3 десятилетия ЯФЦ стал структурой, которая в состоянии решать любые, даже самые сложные профильные задачи. Ежедневное взаимодействие всех служб всех 5 филиалов – вот залог успеха профессиональной деятельности и основа сохранения важной финансовой структуры в инвестиционном пространстве региона. Мария Кардашевская, Якутск. Тем временем в Тамоте прошла встреча общественности, депутатов, жителей и руководства города с временным руководителем Федерального агентства по рыболовству. Были подняты вопросы квот, загрязнения экологии, в частности реки Алдан и ее притоков, а также непосредственно по закону о рыболовстве, рыбном хозяйстве и сохранении водных биологических ресурсов. Как я сегодня понял, тут в городе Томот у вас там 2 проблемы. Первое – это загрязнение реки Алдан и ее притоков. И второе – необходимо, чтобы завод, который был запланирован в Томотске, он заработал. Я понял, что тут в Томоте есть очень неравнодушные люди. Конечно, это очень радует. И мы дальше будем, контактно обменяемся и будем дальше работать сообща. Совещание прошло плодотворно, нормально. Я думаю, что результат будет от этого. Беседа прошла в продуктивной и даже доверительной атмосфере. Поставленные в ходе встречи вопросы и озвученные ситуации были приняты в работу агентства по рыболовству и смежных структур. Больше, чем работа и больше, чем призвание. Продолжается отбор желающих граждан на военную службу по контракту. С организацией единого пункта отбора на военную службу по контракту на базе санатория Абырал добровольцам стало проще проходить все необходимые мероприятия. Подробности расскажет Марина Захарова. Неоспоримым преимуществом стала возможность пройти медосмотр, собеседование у психолога, сдать анализы и все в одном помещении. Процесс займет не больше суток, после чего можно будет сразу на месте подписать контракт. Немаловажным фактом является и увеличение общей численности военнослужащих. Я думаю, что не понаслышке граждане, желающие вообще и мужчины, проходившие ранее военную службу, либо даже не проходившие по каким-то обстоятельствам, но желают поступить, в каждом из патриотизм, цель. И я думаю, в каждом она присутствует, и рано или поздно граждане некоторые к нам приходят, ранее, которые даже не служившие по состоянию здоровья, и говорят, мы желаем отдать долг Родине, и наша цель для поступления на военную службу именно такая. Большое спасибо ребятам, которые приходят с такими словами, очень приятно слышать. Того же мнения придерживается Валерий Габышев, сержант Вооруженных сил Российской Федерации. Родину защищать надо. Как говорят, есть такая профессия.
Родину защищать. Мысль о службе Отечеству всегда грела ему душу. Заключил контракт Валерий Габовший в 2014 году. Успел много где побывать. За эти почти 10 лет не изменилось одно. Основная причина его выбора. Больше всего он хотел, чтобы простому народу не пришлось беспокоиться о своей безопасности. Это все было, поскольку это очень спонтанно, могу сказать. Сам вообще с детства, ну, как родители воспитали вообще, очень даже патриотически, могу сказать. И с малых лет я как бы там особо всегда там это планировал, могу сказать. Ну, как планировал. Хотел служить в армии. Ну, сам там эту срочную службу проходил в ТИКСе. Просился, был негоден. Оказывается, сейчас уже годен. Больше всего там для Родины, для своей там республики, чтобы дети наши, родители, чтобы жили там под мирным небом. По словам специалиста, выбрав профессию, связанную со службой по контракту, служащий сможет обеспечить себя стабильным доходом, широкими возможностями для самореализации, достойным уровнем жизни и высоким социальным статусом. В социальные гарантии и льготы входят жилищное обеспечение, обязательное государственное страхование, бесплатное лечение, пенсионное обеспечение, единовременное пособие и многое другое, чтобы защитники нашей Родины ни в чем не нуждались. Марина Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. В столице Якутии прошло торжественное собрание общественности к 391-летию Якутска. Собравшихся поздравили глава Якутии Айсан Николаев и мэр города Евгений Григорьев. В своем выступлении они рассказали о планах развития города до 2032 года к его 400-летию. В план комплексного развития якутской агломерации на период до 2030 года включено строительство 90 объектов. Глава Якутии Айсан Николаев отметил, что ключевым и опорным объектом Якутска является строительство Ленского моста. В ходе мероприятия также прошло вручение звания «Почетный гражданин города Якутска», которое является высшим почетным званием столицы и учреждается в целях признания выдающихся заслуг граждан, поощрения личной деятельности, направленной на пользу города, обеспечения его благополучия и процветания. Сегодня для меня очень волнительный день, потому что, проживая в городе Якутске почти 60 лет, стала почетным гражданином города Якутска, столицы нашей республики. И, конечно, мне особо приятно, потому что принимала сама непосредственное участие в утверждении данного звания, принятии закона Республики Саха-Якутия о статусе столицы города Якутске Республики Саха-Якутия, учреждение Дня города, флага города, и понятно, что как-то став почетным гражданином, особенно волнуюсь. Безопасность граждан в надежных руках. Свое столетие празднует патрульно-постовая служба полиции МВД. В 1923 году была написана инструкция постовому милиционеру, что предписывала права и обязанности сотрудников. Ее содержание за 100 лет не изменилось. Патрульно-постовая служба и по сей день продолжает охранять общественный порядок в городе и личную безопасность жителей республики. Подробности в нашем следующем сюжете. Те, кто служит в патрульно-постовой частях, это те люди, которые пришли в полицию по зову сердца. Именно вы приходите на помощь гражданам самыми первыми в случае различных противоправных действий. Огромную роль играет каждодневная, порой невидимая, но крайне важная работа сотрудников полиции. По сей день люди, выбравшие такую тяжелую профессию, продолжают самоотверженно выполнять свой долг по обеспечению безопасности гражданского населения. Наше подразделение несет службу 24 часа в сутки. Охраняем общественный порядок на улицах и общественных местах. Это наша основная задача. Ну и, соответственно, сотрудники патрульно-постовой службы всегда и везде первым прибывают на все происшествия, на все преступления. Круглые сутки охраняем покой и спокойствие наших горожан. Что лучше всего получается делать, тем и стоит заниматься. Это, а также сильное желание спасать людей определило дальнейшую судьбу Всеволода Шишкина, командира кавалерийского отделения патрульно-постовой службы. Лошади всегда ему нравились, потому, ни минуты не сомневаясь, в начале 2007 года он решает связать не только свои увлечения, но и работу с ними. Поступил на службу сразу в кавалерию. Причиной поступило то, что я проходил службу в органах внутренних дел, тоже связанную с использованием служебных лошадей. До армии тоже занимался конным спортом. Лошадей тренировал на скачки, скажем так. Работает Всеволод Шишкин с лошадьми достаточно долго. Этого времени оказалось достаточно, чтобы научиться быстро налаживать отношения с четвероногими напарниками. У каждой лошади свой характер. Мы как бы срабатываемся
Ну, с каждой лошадью кто-то выбирает себе одного напарника. Ну, у меня так получилось, то, что я универсальный, могу со всеми сладить. Служба радует не только приятной компанией напарника, но и небольшими прилагающимися к нему бонусами. Ну, патрулируем парки, пляжи и все остальное. Особенность в том, то, что очень проходимое транспортное средство при массовых мероприятиях, там праздники национальные и так далее. С одной стороны красиво, с другой стороны хулиганы нас боятся и видят издалека. За 2022 год на территории республики было зарегистрировано 13 тысяч преступлений, и с каждым годом число сокращается. Среди субъектов Дальнего Востока в Якутии самый низкий уровень преступности на душу населения. Патрульно-постовая служба продолжает и дальше усердно работать, чтобы жителям не пришлось волноваться за свою безопасность. Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск. В Якутске представлены гравюры известного московского коллекционера Владимира Беликова. В Национальном художественном музее выставлены выставки старой западной гравюры 15-18 веков. Всего в его собрании 15 тысяч картин. Для якутян демонстрируют лишь малую часть – 77 листов. Посетители выставки увидят работы мастеров Западной Европы, Германии, Италии, Франции, Англии. Черно-белые картины рассказывают жизнь Адама и Евы, о богатыре Самсоне и о многих мифических героях. Передвижная выставка будет работать до 22 октября. Он представил музею 77 гравюр. И вот эти гравюры мы как бы поделили на две части, на две серии. Первая выставка у нас будет по библейским сказаниям. Называется она «От Дюрера до Рембрандта». И вторая часть будет посвящена аллегории, мифологии, портрету, пейзажу и бытовому жанру. Первая часть выставки, она постоит где-то месяц, потом откроется вторая часть. Завершаются финальные схватки международного турнира памяти выдающегося тренера Дмитрия Куркина. Первую золотую медаль соревнований выиграл борец из Ставрополя Рамис Гамзатов в весовой категории 57 килограмм. Его противником стал спортсмен из Красноярска Артур Чебадаев. Из наших земляков в финал вышли Нюргун Серген, Константин Капрынов, Роман Николаев и Виктор Рассадин. Напомню, соревнования проходят в эти минуты в спортивном комплексе «Триумф». Якутяне активно пришли поболеть за красивую борьбу. Трибуны спорткомплекса переполнены. Среди болельщиков будут разыграны ценные призы. Главный из них – путевка на чемпионат мира в Сербию. Где тренер его свай забил, они будут строить спортзал. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь на нашем телеканале.